Урметли seyirciler, böyle meraklı rubrikamız, sorav rubrikamız бар. Ama hatırlatan bizim yayınımız devamında başka bir sorav geçirildi. Siz telefon açınız ve biz sizge oy suallarımızı verecekmiz. Siz ise galibini kazanacaksınız. 2 kişilik davetname timsahlar bahçesine elbette ki. Şimdi ise aytkanımız gibi bugün yayının başında aytkayındık. Bugün birçok misafirlerinin bekleydik. Birçok misafirini bekleydik. Ve bizim stüdyamızga daha bir misafir geldi. Geliniz tanış olayık. Elbette aziz teleseyirciler, mına reklama sıfatında biz misafirinen tanış olduk ve tahsil sıfatında, endi sağlık sıfatında kaldı aziz teleseyirciler. Elbette bizim efirimizde Ekim Susanov. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam aleyküm, sabah şefiniz hayırlı olsun. Sağ olunuz. Nasılsınız? Ekim'nin sabahı neden başlana? Все хорошо, вот приехала на канал. А вообще, ну, на самом деле, утро, вот с чего оно должно начинаться? Правильно. Утро. Правильно. С улыбки должно начинаться. Как ты свой день встретишь, как ему улыбнешься, так и он для тебя откроется. А как же вот эти вот завтраки полезные? Ну да, врачи, наверное, должны об этом говорить. Завтраки полезные, ну да, физическое тело надо свое напитать, это однозначно, но в первую очередь, наверное, о своем внутреннем надо подумать. Полезный завтрак, самый полезный, конечно, каша. Вот, в идеале с нее начинать. Сусанна Ханом, почему вы именно выбрали эту профессию и что, вот, не знаю, было для вас идеалом или кто вас на это, и родители не были против? Нет, мои родители, наоборот, всячески меня поддерживали в этом выборе. У меня мама врач, акушер-гинеколог, и я с детства росла в такой среде, соприкасалась с медициной, видела все это, слышала, всегда была восхищена ее опытом, ее жизнью, ее вот самоотверженностью в отношении к своей профессии и к людям. И поэтому, наверное, все это меня вдохновило. В конце концов, когда пришел момент выбора, я выбрала именно медицину. А где вы сейчас работаете? Я работаю в клинике «Женское здоровье», врач-акушер-гинеколог. Да, интересно. А вообще рабочий день со скольки начинается? Ну, у нас очень такое хорошее время начала рабочего дня, это с 9 утра. Вот дальше по записи, но дальше уже время может любым быть. Ага. А вообще вот сейчас что входит в обязанности? Мои? Я веду гинекологический прием. То есть я принимаю женщин, ко мне приходят с различными вопросами, приводят своих деток, то есть я и детей принимаю. Ну, в общем-то, все, что связано с женским здоровьем, я это Ну, акцептирую. для меня эта тема, я так понимаю, далекая вообще, и просто вот сейчас, пользуясь случаем, я интересуюсь. На самом деле ко мне приходят не только женщины, но и пары молодые, когда планируют беременность, когда у них возникают вопросы. Поэтому мужчины очень часто приходят вместе со своими девушками, супругами. Ничего себе. А Интересно. сейчас какие проблемы сейчас у наших девушек или женщин? Самая основная проблема, на мой взгляд, это то, что мы к своему здоровью еще не привыкли относиться ответственно. И, к сожалению, мы чаще всего приходим к врачу, когда уже возникла проблема. Проблема, которую необходимо решать и на которую приходится тратить очень много усилий и времени. Ну, положительная тенденция все равно просматривается. Уже появились девушки, женщины, мужчины, которые приходят для профилактического осмотра. То есть в норме, в идеале это раз в год. Необходимо обращаться к врачу, проходить обследование, убедиться в том, что ты здоров или что тебе нужно решить какие-то вопросы. Сейчас это набирает большую популярность. Это, конечно, радует. А во время беременности девушка или женщина насколько вот в год 9 раз должна быть или анализы сдавать, вот подробности? Во время беременности это уже совсем другой протокол действует, то есть она становится на учет в свою женскую консультацию и дальше уже согласно протоколу приходит. Случаи бывают разные. Если нет никаких проблем, действительно это 7-9 приемов за всю беременность. Если же есть вопросы по здоровью, то тогда индивидуально с врачом назначается определенное количество посещений.
Вы сказали, что набирает популярность, да, то, что люди сами приходят для профилактики. Связано это ли с новыми веяниями моды среди молодежи? Потому что я как бы обращаю внимание, что все-таки в последнее время очень актуален ЗОЖ, да, здоровый образ жизни. Связано ли это с этим? Да, вот то, что люди приходят с тем, что вот началась мода на ЗОЖ. Думаю, да, это связано. Если говорить об этой моде, наша клиника принимала участие, ходила спонсором мероприятия «Анатомия тела», где фитнес-леди, фитнесмены представляли свои достижения. И действительно это становится очень популярным. То есть люди привыкли следить за здоровьем, за питанием, в первую очередь это вышло на первый план, ну и, соответственно, за своим здоровьем. То есть, с одной стороны, да, вот этот момент. С другой стороны, наши врачи уже много лет прилагают усилия, чтобы все-таки женщины обращались, ну, я гинеколог, поэтому буду говорить о женщинах, обращались ежегодно, следили за своим здоровьем. То есть вот все это вместе дает такие плоды. А сейчас вот осень, да, холодно. Что вы посоветуете нашим телезрителям? Что надо одевать, чтобы теплее, вот, беречь здоровье? Кстати, очень актуальный вопрос. Я каждый раз, когда иду по улице или еду и вижу девушек, которые идут в таких вот, конечно, очень красивых мини-юбках, очень высоких каблуках, это все выглядит очень красиво, но абсолютно не практично и вредно для женского здоровья. Потому что надо одеваться по погоде, утепляться, это в первую очередь. Потому что переохлаждение, особенно для женского организма, очень пагубно. Для мужского, кстати, тоже, но мужчины ограничены в выборе в этом плане. Поэтому я рекомендую одеваться по погоде, следить за своим здоровьем, делать, кстати, физическую зарядку, закаливание. Это тоже укрепляет здоровье, улучшает самочувствие. Беречь почки, да? Да, беречь почки. Очень как еще себя обезопасить от проблем со здоровьем? Проблемы со здоровьем, конечно, связаны в первую очередь с вашим образом жизни. Потому что если говорить о статистике, только 10% здоровья человека зависит от усилий медиков. Остальные 90% это полностью образ жизни, генетические данные, то есть, да, предрасположенность к чему-то, физические нагрузки. В первую очередь необходимо правильно питаться, необходимо заниматься физической культурой, правильно строить свой день, то есть нормы режима работы и отдыха. Это тоже очень важно, потому что в современном ритме женщины, мужчины часто пренебрегают отдыхом, они работают в режиме стресса нон-стоп, и это все отражается на здоровье. Поэтому необходимо в первую очередь взять ответственность за свое здоровье на себя, понимать, что, в общем-то, здоровье – это базовые составляющие жизни человека, и в каком она будет состоянии, в таком будет состоянии наша жизнь, наши возможности. Интересно, и мне интересно этот вопрос. Вот многие люди, многие мамы, у них резус-фактор отрицательный. У них появляется ребенок, плюс положительный. И как-то это взаимодействует на организм человека? Это возможность изменения различных заболеваний или это не влияет на организм? В первую очередь в группу риска входят женщины, которые имеют первую отрицательную группу крови, но больше это влияет на их беременность. Чаще всего последующая. Первая беременность обычно не проявляется негативно, последующая беременность. И если возникают проблемы во время беременности, тогда да, их необходимо решать. Врачи всегда ведут таких женщин, не оставляют никогда без внимания. Когда же человек уже родился, все хорошо и благополучно, то это, в общем, никак не влияет. Но лучше, чтобы у ребенка тоже отрицательный был резус. Такой зависимости Нет? на самом деле нет. Нет, такой зависимости нет, потому что у нас 4 группы крови у всех, все живут, все благополучны, поэтому здесь не так важно. Ну, просто у кого-то меньше, кого-то больше. Все-таки отрицательность никак не вредна. Во время беременности. Во время беременности может повлечь определенные проблемы, если встречаются родители с положительной и отрицательной группой крови, то не со всеми. Чаще всего это первая группа, первая отрицательная, такой зоны риска. Интересно. А все остальные более-менее нормально, да, я так понимаю? Да. А почему так? Почему это происходит вообще?
Это закон. Какая-то предрасположенность есть в этом изначально? Это относится к проблеме иммунологического конфликта. То есть резус сам по себе определяет определенный набор рецепторный в организме. И когда встречаются положительные и отрицательные, да, что происходит? Может произойти конфликт. И, соответственно, уже вот этот конфликт вызывает определенные последствия для организма матери и плода в первую очередь. Как вы считаете, с какого возраста девушки должны посещать гинеколога? Вы знаете, вот у нас очень хорошо описано в наших приказах об этом. Самое первое посещение – это, конечно, при рождении, дальше в год. Но далее основной момент – это с начала менструации. То есть с начала менструации необходимо запланировать первое посещение к врачу, который уже объяснит, как себя вести дальше, как часто приходить к гинекологу, какие симптомы должны навести на мысль посещения врача, как следить за собой. То есть все эти вопросы, на мой взгляд, должен рассказывать девушке, женщине врач, гинеколог. Поэтому это идеальное время. Такой вопрос. Кого сейчас больше? Вот мальчиков или девочек? Кто чаще рождается? Это всеобщая статистика, всегда рождается больше мальчиков. Но к 20 годам количество мальчиков и девочек уравновешивается по разным причинам. Из-за рождения недоношенных, из-за других проблем. То есть всегда так было, ну и на данный момент тоже так есть. Ну, подождите, сейчас, то есть вот... Мне в Мальчики голове не меньше. укладывается, подождите, мальчиков рождается больше, Больше. но по статистике на планете из 7 миллиардов более 55 и даже 60% это женщины. Да. Очень, очень ценное наблюдение. Во-первых, мальчики, если говорить о вообще организме, да, в целом, менее выносливы, чем девочки. И когда они Да, соприкасаются... как так? Да. А в спортзалах кто? А тяжести кто В поднимает? спортзалах мужчина, а в родзалах кто? Ну, знаете. Так уж случилось, да, природа так определила. На самом деле это очень актуальный на данный момент вопрос, мужское здоровье. И сейчас ужасающая статистика и по Российской Федерации к 40 годам процент здоровья мужского очень, очень сильно падает. На первом месте всегда мужская смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Да, и репродуктивное здоровье также падает. Статистика сейчас говорит о том, что все большее количество мужчин с проблемами бесплодия. Если вот в цифрах немножечко, 40% всех больных – это урологические больные из мужчин. То есть 40% – это очень большой процент. Поэтому физиологически, наверное, так сложилось, что женский организм более выносливый, более приспособлен к изменяющейся среде. Мужской менее. Ну, это все влияет. Вредные привычки больше тоже влияют. Возможно. Женские возможно, больше, мне да. кажется, влияет, да? Мне кажется, мужчина еще больше может себе позволить вредных привычек из-за меньшей ответственности. Все-таки женщина по-другому Но, относится. опять же, давайте не забывать, что это тоже своего рода ответственность, как бы потом, в дальнейшем, в процессе. Также интересует, ну, раз про рождение мальчиков и девочек затронули тему, вообще рождение детей с отклонениями, если это правильно сейчас так вопрос строить, уменьшается ли количество? Уменьшается. Я работаю в сфере гинекологии. То есть, моя основная тема – это гинекологическое здоровье женщин. По поводу статистики детской смертности, заболеваемости, это к другим специалистам вопрос, Всё. поэтому не могу А компетентно с ответить. какого месяца можно уже определить, что ребенка недостаточно, может, здоровьем или что-то там? Вы имеете в виду внутриутробно Да. или уже при рождении? Внутри утробы. В протоколе наблюдения у нас существует такое понятие, как скрининги. Это когда во время беременности беременную женщину обследуют и проверяют состояние плода. Первые, самые распространенные, все об этом знают, это УЗИ. Первый такой скрининг – это 11-13 недель, когда определяют состояние плода, возможные пороки для того, чтобы думать, как их корректировать и что необходимо. Второй уже в 20 недель. Поэтому, если об этом говорить, то вот пороки развития первого – это 11-13 недель на первом узитологическом скрининге.
А когда можно определить, мальчик или девочка? Конечно, это все зависит от опыта узитолога, от состояния организма женщины. Некоторые ставят и в 13 недель, но чаще всего, конечно, это уже 20 и более недель беременности. Интересно, на самом деле все это очень интересно. Ну, я как бы далек от этой темы, но все-таки вот сегодня нашим телезрителям, чего бы вы хотели пожелать? Я от всей души хочу пожелать нашим телезрителям в первую очередь ответственности за свое здоровье, за свое состояние, за свое будущее. И ответственности, чтобы каждый человек понимал, что ваше здоровье – это еще и здоровье ваших детей. Ваши привычки – это привычки ваших детей. Поэтому будьте здоровы, воспитывайте здоровое поколение, следите за своим здоровьем. Будьте счастливы. Саунус. Так, вот такое, значит, для нас вот конкретно тоже советик можно, один маленький. Вот мы очень рано просыпаемся. Скажите, вот это как-то вообще влияет на здоровье? Просыпаться можно рано, главное спать не менее 8 часов. Сутки. Если вот не получается все-таки 8 часов в сутки спать, это влияет на здоровье? Это влияет на здоровье. Да? Не могу лукавить. На здоровье это влияет не лучшим образом. Но можно все это компенсировать, этот недостаток сна, хотя бы здоровым образом жизни, употреблением достаточного количества воды. Вот. Воду Антистрессовые пьем, воду программы. пьем. Да. Хорошо. Саунус. Саунус. На самом деле очень Келгеніңіз интересно үшін. было. Да. Мне особенно, как бы, для человека, который далек от этой темы, Полезно. очень полезно, да, такие вещи знать. Как-нибудь в дальнейшем, может быть, еще на эту тему пообщаемся. С удовольствием. Саунус. Әлбетте, әзіз телесерджілер, мұна несілер ақында лаф еттік ве екіміміз бізге кереклі тепселеріні берді. Енді мен белесем той меселелеріне кечежекміз. Біздің саба рубрикамызда той тапсилатлары ве той ақында сюжет бұйырыңыз.